Сегодня рассмотрим популярный отрывок из авторской программы «Байырмы, родная его и толи» и подробно переведем его. Магазин ород байхдым не хойр залуху будут, бурятку будут байхдым бите удан хамон кунхада удан юма абжыл вайнве. Орунго юма не няпхам тире няпхам гэдл байхдым тите хойр залуху будут тисижи яджы байгадл хылны хойн хамнего ямыр хашыртай хамган димба. Ямыр удан юма абжыл вайныр хуре болдук гойымго. Орунго очередь байхдым бите хойшы харадлы тисижи ядакты хулежи. Невижа хулехдит не яхаем базалух да будут. Ты хойр мне олега цегат гарадил яба магазин. И все. Итак, друзья, рассказ Натальи Днепровской. Начинается он со слов «Магазин ород байхдымни». В данном случае мы видим глагол ород байха. Можно сказать магазин орха, можно сказать магазин ород байха. Отличие глагола ород байха в том, что он лучше помогает передать сложившуюся ситуацию, связанную с действием. Соответственно, магазин ород байхдымни можно перевести на русский язык такими словами. Зашла я в магазин. Хойр залу хубудут бурят хубудут байхдым. Хойр это два, залу это молодой, хубудут парни. Два молодых парня, дальше идет уточнение, бурят хубудут, то есть, что это парни буряты. Здесь можно запятую, наверное, поставить, да? Байхдым это когда там были два молодых парня бурята. Дальше. Бите. Би это я. Те в данном случае можно не переводить, а рассматривать как слово связку. Удан. Удан долго. Хамгум хум хада. Хамгум это женщина, соответственно хамгум хум тоже переводится как женщина. Хада в данном случае можно перевести как поскольку. То есть хамгум хум хада, поскольку я женщина. Удан юма абжо вейневи. Удан, это мы уже сказали, долго, да? Юма аваха означает что-то брать, ну, в данном случае что-то покупать. И мы здесь видим глагол аважевейна. То есть это уже не просто покупать, а такое длительное действие. А когда слово аважа употребляется в двойной основе, да, аважа аважевейна, это уже более эмоционально передает действие, то есть такое несколько нудное действие, да, вот берет, не переставая. Особенно это усиливается с помощью добавления усилительной частицы «л». Аважил вейна. Би. Ну, то есть я беру, не переставая. Орунго юма не няпхам, тре няпхам. Орунго это свой, юма это что-то. То есть орунго юма можно перевести как свое. Свое. Инение это. Абхам это возьму, да. Трение то возьму. То есть свое это, то возьму. Гэдовым можно перевести как когда я говорила. Когда хойр за уху будут те два молодых парня. ТСЖ я даже байгадова. ТСЖ я даха можно буквально перевести как ТСХ это вообще терпеть. ТСЖ я даха, то есть не справиться с терпением. То есть можно перевести как терпение лопнуло. ТСЖ я даже байгаду, то есть ТД хойр за уху будут. То есть у тех двоих молодых парней терпение закончилось, да? Хлны хайнагомни. То есть и говорят хайнагомни, то есть сзади меня, оттуда, из локации, находящейся сзади меня. Увы, ямур хаште хамгунимба. Увы, это в русском языке мы также говорим, когда хотим с чем-то не согласиться, мы начинаем предложение со слова не. Не. Какая нудная или надоедливая женщина. Хамган. Юм это усилительная частица, б это такая вопросительно-восклицательная частица. Она используется в тех предложениях, где есть вопросительные слова. В данном случае это вопросительное слово ямур. То есть, не, какая нудная женщина. Ямур удан юма абжал вейн нейрл. Как долго, не переставая, покупает. Нейрл в данном случае тоже употреблено как усилительное слово. Вообще нейрл переводится как действительно. И вот нейрл, опять же с усилительной частицы л, как бы просто усиливает всю эту мысль. Какая же нудная женщина. Как долго берет, не переставая. Хуро болдагуемго. Хуро можно перевести как достаточно. Хуро болаха, то есть быть достаточным.
Хуро болдуггу можно буквально перевести как достаточно не становится никогда. Хуро болдуггу, то есть разве недостаточно? И ему очередь байхадын, то есть когда такая очередь. А теперь развязка этого сюжета. Героиня передачи говорит: «Бите хайшо хараду гыныби». То есть, опять же, я хайшо назад, хараду, посмотрев, гыныби говорю. Тысыже ядакта. То есть, в рассказе употреблена разговорная форма тысыже ядакта. А в литературном варианте это будет выглядеть как тысыже ядагут. То есть, потерпеть не можете. Хулеже. В более полном виде это бы выглядело как хулеживает ты, то есть ждите, как такое длительное действие. Или подождите. Нагажа хулехидетне яхимба. Нагажа это немного. Хулехидетне яхимба можно перевести как если немного подождете, что будет? То есть на русский язык по смыслу можно перевести как не можете немного подождать, залу хадаху будут. То есть будучи, можно так перевести, молодыми парнями. Тыды хайрни улайгация гараба явам газета. То есть тыды это те, хайр это два, тыды хайрни ни это сокращение от мини. То есть в данном случае, конечно, эта частица не означает мои, да, а означает те двое, о которых я рассказываю. То есть тыды хайрни улайгат, улайгат это образовано от основы глагола улы, то есть краснеть. Те двое покраснели, сейгат побелели, гарабла, то есть вышли, я вам магазина, ушли из магазина. Вот такая интересная история, в которую попали два парня, которые и не подозревали, что героиня этого сюжета отлично владеет бурятским языком. Друзья, оставляйте свои отзывы в комментариях и подписывайтесь.